Учеба – дело нелегкое и порой утомительное. Как же хорошо, что при нашем университете есть санаторий-профилакторий. Именно там могут позаботиться о здоровье студентов. Я посещала, но не по путевкам, а я просто ходила туда на тренировки. Там есть спортзал, куда ты и ходишь, там есть техника различная, и там девушка помогает тебе, куда ты хочешь, что ты хочешь своей фигурой сделать, она тебя направит. Но уже несколько раз институты бросали клич о недоборе смен в санаторий. По словам сотрудников профилактория, интерес студентов за последние 2 года значительно снизился. Сложно сказать, что является причиной этого феномена. Посещал ли ты его? Нет. С чем это связано? Не было такой необходимости. Потому что нет возможности каждый день в обед приходить, чтобы есть, а тем более на массаж. Цена путевки не изменилась – 525 рублей. Как нам пояснил главврач, это всего лишь 5% от стоимости общего курса лечения. Цена символическая, если учитывать, что помимо питания и процедур в нее входят лекарственные препараты. Напомним, что одна смена длится 21 день. А вот ребятам, которые поступили на коммерческой основе, повезло меньше. Стоимость их путевки рассчитывается индивидуально, в зависимости от состояния здоровья. Просто пошла в медпункт, и мне врач сказал, что так как я учусь на контрактной основе, мне можно сходить 1 раз в год в профилакторий. И сейчас это правило также действует? Нет. Возможно, студенты просто недостаточно проинформированы, гадают работники профилактория. Знаешь ли ты о существовании такой организации, как профилактория СГУ? Да, нам об этом объявлял директорат и студенты. Незаполненные смены в оздоровительном центре при таких низких ценах и неплохом качестве обслуживания остаются настоящей тайной. Юлия Размыслова, Иван Нестерец, студенческое телевидение Сыктывкарского университета.